Здравствуйте, время новостей. В студии Луиза Хатуева и коротко о главных событиях к этому часу. История, быт и культура арабского народа. Грозно отметил День Кувейта фотовыставкой. Поколение ПРО-2017. Был вопрос из нашей степи, там закон сохранения энергии, например, из физики. Более 200 студентов ЧГУ приняли участие в зимней школе профсоюзного актива. Дорожные лихачи или свадебный дрифт. В Грозном задержали водителей кортежа, которые нарушали правила дорожного движения. По всей стране отмечается День сил специальных операций. С этим праздником глава республики поздравил военнослужащих на своей странице в Инстаграм, отметив, что они меч и щит в борьбе с террористами, экстремистами и другими незаконными формированиями. Он пожелал им успеха в службе и благополучия. В Чечне хотят восстановить популяцию переднеазиатского леопарда. Об этом говорится в соглашении о сотрудничестве, призванном сохранить природное наследие и биологическое разнообразие в республике. По поручению Рамзана Кадырова, председателем правительства Абубакаром Медельгириевым и генеральным директором автономной некоммерческой организации «Центр природы Кавказа» Ренатой Щущайтой был подписан договор в рамках экологического форума Сочи-2017. Также были заместитель председателя правительства России Александр Хлопонин, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и первый заместитель министра Одессы Байсултанов. Так планируется создать экологический коридор на территории региона, связывающий зоны выпуска и места обитания леопарда. В рамках экологического форума Сочи-2017, в числе прочих, еще один пункт соглашения – это развитие и обустройство сети туристско-экологических маршрутов в республике. Напомню, что в соответствии с указом президента России 2017 год объявлен годом экологии. День Кувейта отметили в минувшие выходные в Грозном. История, политика и международные отношения. Все это было представлено на фотовыставке, которая прошла в Национальной библиотеке. На экспозиции, среди прочего, была национальная арабская одежда, которую гости могли примерить и почувствовать себя обитателями пустыни. Этот день в республике отмечается уже третий год в знак особого уважения. С места передает наш корреспондент. Освобождение от оккупации Ирака, восстановление независимости и создание одного из самых сильных государств – Арабской лиги. Хронология событий Кувейта представлена в этих кадрах. Фотовыставка привлекла большой интерес гостей к истории страны Ближнего Востока. О том, как зарождались братские отношения между Чечней и Кувейтом, рассказал муфти республики. Кувейт, Эмират, Иордания, Египет, Марокко, وي دحر للبشح أحمد حج دلازو قبل دول سنة سون كوكية تزمتك تكريعون سو بوع بوخيتش بنزية تأخ يتسوي وشية سون سيتة دشي متكيات أخ سون سيدش سو بوع بوخيتش بين است سو باخن boş نيغنت يول عدا غير دوسر قوي خي خيت إغداخن ليلو شو مجداد بقدو تعم مسات جرجلون شخيلر ديكادو. Один из самых главных праздников государства отмечали активисты молодежных организаций, представители духовенства и общественные деятели. Те, кто хотя бы раз побывал в этой стране, делились своими впечатлениями. Впрочем, такая возможность у студентов нашего региона появляется каждый год. ونقش республиканы дин урхолана цери дин дилошолы министерствона юк ахя хадош гергерлоду так вой молан шетиги да бükшә илмангасо багыря хая терроризм дөхл бол хия тани бешундаш куйт пачалкия амира шейх Ахмад Джабир ас-Сабах бошол 2011 года хая Россия пачалция дин авория гергелолило так дин авория вая Цанбеш бол терроризмом бол хе цанби ала ардахны указу 2011 года.
Es uказия царвас гелгули лошду юкахия ой муфти маситузу цигдас вахане цигас цер министр ци элемнер ци встречали штадош гелгули. Особое внимание гостей привлекла палатка бедуина, причем соорудил ее настоящий бедуин Амир Аль-Кандари, который приехал из Кувейта. палатка шия разные хулия ан палатка шию бастен палатка шию такие палатка шию духола ечена хая газания шестери цунах ещё югучо шубня шу бастия шошилола тёя ёчена хая рада тёчена хишила тошу ты шестер кечо ёчена краси тёя разные горпачалки шия снай физическая болчерия марокко болчер горни шиши циташу наснани лилошия так палатка шулчена хая харсанаш даилиния ё палатка из-за хешитело шулжим палаточный городок отдельная вышход палатки, так и хайшителочу, ямана, ламазана, разные палатки. Желающие почувствовать себя кочевником могли примерить его настоящую одежду и посидеть в роли хозяина палатки. Я хотел бы поехать. Я так смотрел иногда фотографии в интернете, видеоролики про эту страну. Так я интересуюсь, собственно, культурой различных народов, различных стран. И Кувейт – это один из таких пунктов, где я хотел бы побывать. День Кувейта в Грозном отмечается уже 3-й год. Так Чечня выражает солидарность и уважение к своим братьям по вере. Завершился праздник чтением нашидов. Также для гостей были приготовлены подарки. Это исламская литература и книги об истории становления и развития одной из самых богатых стран Ближнего Востока и сувениры с символикой. Аза Исаева, Зура Саламова, Ислам Расуев. Новости. Проявить актерские способности, умственные и разработать новые научные технологии. Между учащимися ЧГУ развернулась борьба за право лидерства в интеллектуальных состязаниях. Здесь состоялась зимняя школа профсоюзного актива. В этом году она собрала более 200 студентов. Для них также провели различные тренинги и игры. Напомню, такое мероприятие проходит только 2 раза в год, и призвано оно выявить самых инициативных, творческих молодых людей. Хамзат Аюбов продолжит. Игра называется «Ворошиловский стрелок». Если участник отвечает на вопрос правильно, игрок из команды соперников под таким же цветом выбывает. Вопросы самые разные, однако застать врасплох поколение ПРО-2017 удается редко. В первый день профсоюзный актив ЧГУ в основном соревнуются в интеллектуальных играх. Ворошиловские стрелки уже через полчаса пробуют себя в роли знатоков «Что, где, когда». Самый запоминающийся вопрос – это был, наверное, вопрос, где любимые плоды обезьян, которые, листья которых обычно выпадают летом, а не зимой. Мы подумали, что это все-таки банан, а оказалось, что это баобаб. Нешуточная борьба разворачивается между студентами разных факультетов. Когда гуманитарии с гордым видом объясняют, в чем разница между идеографией и пиктографией, то будущие технари молчаливо и точно рассчитывают свои шансы на победу. И своего вопроса обязательно дождутся. Я являюсь студентом факультета математики, поэтому не очень знаю историю, философию. По математике был только один вопрос, и моя команда угадала. Был вопрос из нашей степи, закон сохранения энергии, например, из физики. Но, по моему мнению, сложный вопрос – это вопросы из мультфильмы и литературы, и философии. Конечно, кроме интеллектуальных состязаний, школа профсоюзного актива подразумевает и обучающие лекции. Тема этого выступления непростая – техники нейролингвистического программирования. Занятия в разных кабинетах проходят параллельно. К примеру, через одну стену уже несложная творческая игра. Команда рисует части общей картины, а затем нехитро их собирают. Приятно заметить, что на этой школе уже число студентов возросло, их сейчас более 200. И среди этих 200 ребят мы уже будем формировать студенческий актив университета. Мы стараемся подключать как и старых, постоянных наших экспертов, так и приглашать новых. Часто приглашаем экспертов из других регионов нашей страны по СКФО. Школа профсоюзного актива проходит уже 3-й год подряд, по 2 раза, зимой и летом. В прошлом году ее организовали на летней базе ЧГУ на Каспийском море. Каждый раз студенты во время таких мероприятий предлагают свои проекты, направленные на улучшение образования в ВУЗе. Вот и сейчас ребята пытаются поднять ее качество с помощью своих идей. Предлагают даже электростимуляцию мозга постоянным током для лучшего запоминания объемной информации на лекциях. Наш головной мозг состоит из нейронов. И чтобы получать какую-либо, развивать и получать объемную информацию, нам надо развивать нейроны. Метод, чтобы ускорить саму работу мозга и чтобы
вдохновить или воодушевить нейроны. То есть этот метод основан на том, что мы транскраниальной информацией постоянным током развиваем нейроны головного мозга, вследствие чего улучшается быстродействие. Наверное, самая любопытная часть школы профактива – выполнение квестов. Студентам предлагают испытать свои актерские способности. Необходимо максимально идентично повторить фрагмент определенного фильма. Например, этим ребятам нужно сыграть сценку из советского кино «Операция И». Лучше всего удалось создать внешний образ актера, а там уже как пойдет. А что самое сложное в актерском мастерстве? Вы уже познавали. Вот, камера мне всегда мешает, и бывает сложно работать. Вряд ли вообще кто-то догадается, кого играет эта студентка. Девушка в хиджабе в образе Рокки Бальбоа, то есть Сильвестра Сталлоне. Ну, остается надеяться, что эту попытку вытащить, если не хорошая игра, то хотя бы цвет костюма. Когда-нибудь какую-то роль играла? Разве что недавно для детей я в сценке играл Бабу-Ягу. Попытаюсь более так грубо, мужественно играть. Получится ли это хорошо, все узнают только через час. Ровно столько времени дается и на грим, и на съемки, и на монтаж. Это совещание. Нельзя для меня всегда праздновать. Хамзат Аюбов, Магомед Мударов, Ислам Расуев. Новости. Не успели сотрудники ГИБДД завершить рейды по нарушителям, как появились свадебные лихачи. Еще несколько лет назад было принято решение, что свадебные кортежи будет сопровождать инспектор, чтобы все прошло без происшествий. Но многие пренебрегают этим правилом, как герои следующего сюжета. Ребята устроили гонки, а при задержании рассказали, что сожалеют о случившемся. Луиза Андеева с подробностями. Видеосъемка в центре Грозного четко показывает развеселившихся молодых людей за рулем иномарок во время проезда свадебного кортежа. Водители БМВ, как это принято сейчас называть, дрифтуют прямо на проезжей части. Вычислить владельцев иномарок оказалось совсем нетрудно. Водителями-экстремалами оказались местные жители: Исмаил Тарамов, Абубакар Магометов, Инал Магометов и Абубакар Гатаев. Уже в ГИБДД они признаются и раскаиваются, мол, совершили правонарушение сгоряча. В ПДД официально добавлено новое нарушение – опасное вождение. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев. Наказание для лихачей пока не придумали, но в Госдуме уже звучат предложения ввести за это уголовную ответственность, а также лишать прав при повторном нарушении. В правительстве уверены, что понятие самого нарушения сформулировано четко, однако эксперты предрекают сложности с доказательствами виновности лихачей. Общаясь с правонарушителями, сотрудники ГИБДД взывают к их совести. И дороги ровные, и город спокойный. А вот не имется некоторым, так и тянет их на приключения. Закон цани доцак, шук закон ядек дие бог, шук незаконный ума дие мацаба. Хамашян ятхай водительские удостоверения должны арвелхаш. Это правило бог дадиеш мамацу науа. Создание аварийной ситуации не единственное нарушение этих водителей. Есть еще такое понятие, как опасное вождение, как для себя, так и для жизни других участников дорожного движения. Вообще в дрифте есть много нарушений правил дорожного движения. Это пересечение сплошной и выезд на встречную полосу, а также нарушение скоростного режима. Пока закон о лишении прав при повторном случае дрифта не принят, предусматривается только штраф. Но называть такое поведение простым хулиганством уже не оправдано. Луиза Андеева, Магомед Закаров. Новости. Подарок для любителей быстрой езды. В крепости Грозная теперь можно прокатиться на настоящем гоночном автомобиле. Возможности шортката уже опробовали пилоты. Прокатился на нем и министр молодежи. Этот спорткар позволит новичкам выступать на профессиональном уровне. Подробности у Изнаура Заурбекова.
созданный для гонок. Так говорят о своей машине разработчики. Shortcut – это первый российский серийный спортивный автомобиль. Легкий вес и 150 лошадиных сил под капотом позволяют разгоняться от 0 до 100 км в час за 5 секунд. При таких характеристиках машина показывает высокие результаты, как и многие другие известные марки спорткаров. На сегодняшний день у него нет аналогов по энерговооруженности. У него соотношение мощность-масса составляет 300 лошадиных сил на тонну, что очень хороший показатель, в принципе, для любого спортивного автомобиля. А если говорить уже и о стоимости автомобиля, да, то есть, как правило, большинство это интересует вопрос, то это на сегодняшний день еще и является и самым доступным спортивным, именно гоночным автомобилем. Посмотреть и покататься на шорткате в автодром «Крепость Грозная» съезжаются любители быстрой езды со всей республики. В числе желающих опробовать новый спортивный автомобиль и министр молодежи. Приехала команда из Москвы, это ДК Рейсинг. Они впервые испытывают в Грозном машину, которую они сами там сконструировали, сами проектировали. Я думаю, для молодежи она будет очень интересна, привлекательна. Сегодня тоже молодежь пришла, посмотрела на гонки на кольце, уже протестировали обе машины. Байкеры мотоклуба «Ночные волки» тоже приехали опробовать новый спорткар отечественного производства. Несмотря на то, что они привыкли гонять на мотоциклах, шорткат освоить не составило труда. Ощущения суперские, ничем он не отстает от мотоцикла. Ну, чуть-чуть есть, конечно, у мотоцикла свой приход, но по скорости, по рывку, по вот этим ощущениям, это почти одно и то же. То есть я очень доволен. В открытом тесте шортката может принять участие любой желающий. Как отмечают организаторы, машина легка в управлении. Перед стартом обязательный инструктаж. Всегда едем на передаче. Перед поворотом затормозили, включили нужную передачу в конце торможения, на газу зашли в поворот. И когда ускоряемся, руль распускаем, то есть не держим его в повернутом положении, чтобы нас не заносило. Ага, все понятно. Все, тогда можем ехать? Можем ехать. Да, заводитесь. Даже для такого неопытного водителя, как я, машина, в принципе, очень удобна в освоении. И после таких нескольких неудачных попыток я все-таки смог взять свою траекторию и поехать правильным движением и все-таки ощутить себя хоть на долю, но все-таки гонщиком. Производит шорткат компания ДК Рейсинг. Главная цель проекта – это предоставить гонщикам доступную технику, с которой можно было бы выступать в автоспорте на профессиональном уровне. Мы запустили серию, мы начали изготавливать эти машины. Первые 5 автомобилей поступят в мае этого года. Вот. Затем планируем произвести еще 5 автомобилей до конца сезона. Вот. И основная наша задача сделать так, чтобы автомобили были максимально дешевые, вот, и с максимальным качеством. Шорткат уже показал себя в различных состязаниях. В будущем разработчики планируют выпускать модифицированные автомобили для участия в крупных гонках. Из Наур, Заурбеков, Расул Арцухаев, Шамиль Саламов и Тимур Хайдаров. Новости. Главная смотровая площадка Грозного, откуда весь город как на ладони, одна из крупнейших в Европе мечетей, церковь, которую строили на пожертвования еще 100 лет назад терские казаки. То, ради чего в Грозный приезжают сотни гостей. География самая разная, от Камчатки до Калининграда. Своими впечатлениями о регионе туристы поделились с нашим корреспондентом. Я буду своим друзьям рассказывать, где я побывал. Мне больше всего понравился Грозный-Сити. Он очень большой и красивый. Мы приехали с сыном из Курска. В Грозном мы впервые находимся. Вот, попали сюда с экскурсией. Вот, ну, нам здесь очень нравится. Впечатление просто неописуемое. То есть я не ожидал, что здесь так красиво. Я приехала из Москвы. Я с удовольствием посетила город Грозный. Удивить меня, в общем-то, сложно. Тем не менее, если возвращаться лет 20 назад, все мы слышали, что город в руинах, в развалинах. Но сейчас, когда приложены руки, душа, силы, радуюсь вместе с народом. Я приехал из Евпатории, Крым. Впечатляет грандиозность всего. Размах, красота и человеческое отношение к тому, что строится. И
построенная, содержится в прекрасном состоянии. Это, конечно, заслуживает большого уважения. Не посетить Грозный, это было бы, наверное, преступлением. Мы из Иркутска, с Байкала, с Сибири приехали, с холодов к вам сюда, чтобы погреться. Поражены вашими новыми зданиями, новыми кварталами. Все построено, все чисто, аккуратно. Мы уже отправили кучу... Видеоотчеты много да, уже по WhatsApp. Все, то есть мы все то, что могли заснять, засняли, и мы отправили большими тиражами, так сказать, многим друзьям нашим и семье в том числе. Они уже в курсе, что мы гуляем по вашему замечательному обновленному городу. Конечно, впечатления великолепные. Город новый, красиво отстроенный. Здания такие, из материалов таких новых, блестящих, так они на солнце переливаются. Вот погода сегодня, кстати, очень такая хорошая, благоприятная. Пытаемся тут каждый уголок сфотографировать, чтобы показать тем, кто не был тут. Чеченскую республику посещаю второй раз. Я просто в восторге от вашего гостеприимства, от вашего порядка. Вообще сделан город вот за такое короткое время. Просто сказка, я должна сказать. В вашей республике я впервые. Я просто в восторге. От вашего гостеприимства, от красоты необыкновенной. У меня нет слов. Красота, чистота, порядок. Низкий поклон вашим всем людям, процветания, доброты и, самое главное, здоровья. Я всем расскажу. У меня огромное большинство знакомых, подруг, друзей. Я обязательно расскажу об этом прекрасном городе. Семь побед из 12. Первый выездной турнир WFC прошел на высоте. Результаты представителей клуба «Ахмат» высоко оценили спортивные эксперты. Бойцовский вечер состоялся в Москве. Грозная битва 33 собрала лучших представителей ММА из разных стран. Подробности боев в материале Алхазура Керимова. В мире смешанных единоборств бойцовский клуб «Ахмат» заявил о себе сравнительно недавно, но достаточно громко. Успел перешагнуть границы Чечни, став один ряд с ведущими промоушенами. Поэтому первый выездной турнир в истории лиги не заставил себя долго ждать. Официальная церемония взвешивания перед международным турниром по смешанным единоборствам WFC 34 «Грозная битва» в Москве прошла в отеле «Корстон». Дуэль взглядов, которая обычно проходила довольно-таки мирно, в этот раз немного пощекотала нервы болельщиков. До рукоприкладства дело, конечно, не дошло, но было жарко. Все, что связано с первым президентом Ахмат Хаджи Кадыровым, это для нас очень бесценно и дорого. Почему? Потому что Ахмат Хаджи является, примером для любого чеченца и для подрастающего поколения. Мы все помним, какие непростые времена для в целом России. Ахмат Хаджи Кадыров, герой России, и Владимир Владимирович Путин на стадии развала российского государства нашли тот путь спасения России. И сегодня мы видим плоды на мировом уровне, в спортивном смысле. Это все благодаря Всевышнему Владимиру Владимировичу Путину, Ахмат Хаджи Кадырову. Поэтому сегодня клуб «Ахмат», я думаю, выездные бои, они москвичам, горожанам очень понравятся. Аллаху Акбар, моего дорогого брата. Мы все знаем, как он относится особенно к спорту. Какое большое внимание уделяет молодежи, подрастающему поколению. Мы от всего сердца благодарим Рамзана Ахматовича. Аллаху Акбар! Ахмат сила! В рамках бойцовского вечера состоялось 12 поединков между представителями России, Украины, Азербайджана, Бразилии, Хорватии, Грузии и Кыргызстана. Организаторы подобрали интересный карт, судя по которому еще до начала турнира было ясно, что скучно в субботний вечер не будет. Это отмечают и зрители, и гости турнира. Это наш первый выездной турнир, и не ожидал, конечно, полный зал, такая поддержка здесь, в Москве. Хочется сказать большое спасибо руководству
организации WFCA, что вот такой вот приятный вечер для нас устроили. Главе нашей республики Рамзану Ахматовичу Кадырову. Рамзан. Первыми в октагон в рамках бойцовского вечера вышли представители Ахмата Заурбек Башаев, неоднократный чемпион России, Европы и мира по панкратиону, и киргиз Нурлан Токтабакиев, который выступал в Олимпийских играх в составе национальной сборной. Пристреливаться оппоненты не стали и сразу без разведки пошли вперед. Победитель определился в начале второго раунда. После серии тяжелых ударов Башаева судье пришлось вмешаться и остановить бой. Поединок завершился техническим нокаутом. Главу Чеченской Республики, Герой России, Рамзану Ахматовичу Кадырову за неоценимый вклад в развитие спорта России. А также я хотел бы благодарить руководство клуба «Ахмат» в лице Бисмураева Абузуева. Расул Мамаев и Владимир Гунджу действовали в октагоне осторожно, не хотели рисковать. У украинца довольно-таки хорошая ударная техника, сказывается школа кикбокса, а россиянин силен в борьбе. Соперники с переменным успехом обменивались ударами. Под занавес второго раунда представитель клуба «Ахмат» сумел перевести Гунджу в партер и добить серии ударов. Мамаева одержал 4-ю победу в своей карьере. Я первый раз на такого рода мероприятии. Это очень интересно, очень захватывающе. Каждый бой держит в напряжении. Прям, невозможно расслабиться. Вот. Организация впечатлена, вообще боями. Все супер. На уровень выше. Не было никогда такого турнира в Москве, мне кажется. Я думаю, что всем нравится. Мне, безусловно, тоже нравится. Приехало очень много людей из Грозного, из других регионов нашей России. И все довольны, все прекрасно. Ахмат сила, Аллаху Акбар. 2 раундов не продержалась и встреча между Касумом Касумовым и Мехманом Мамедовым. У каждого за спиной солидный опыт выступления в смешанных единоборствах. Поэтому оба сделали ставку на партер. Шансы были примерно равные, но представитель Ахмата подготовился лучше. Отключил обе руки азербайджанцу и начал забивать. Сопернику ничего не оставалось, как сдать поединок. Победа техническим нокаутом Касума. 4-й поединок вечера состоялся между ударником Святославом Шабановым и борцом Али Дикаевым на первых секундах первого раунда. Колено в голову, в челюсть, тяжелый нокаут. До сих пор эти турниры можно было наблюдать только в республике, Чеченской республике. А сейчас любой желающие ребята могут спокойно прийти здесь в Москве, посмотреть. Это и есть, скажем так, такой момент, что народы России сближаются, приходят, болеют за всех. Честно, не ожидал, что будет просто восхитительный этот турнир. В общем, и народ много, и эмоций много, впечатления просто отлично. Турнир отлично. Здесь выступал мой друг Касум Касумов. Вот ради него пришел. Вроде хотел на один бой. Решил задержаться. Посмотрю все бои. Великолепно. Серию досрочных побед в октагоне прервала встреча Азама Гафорова из Таджикистана, представляющего клуб «Ахмат», и Александра Подлесного из Украины. Все 3 раунда соперники бились, но так и не смогли определить, кто сильнее. По решению судей победу присудили Гафорову. За октагоном внимательно следит множество гостей турнира, среди которых чиновники, звезды шоу-бизнеса и именитые спортсмены. Они отмечают высокий уровень организации и роль главы Чечни в развитии смешанных единоборств в республике. Сегодня здесь прекрасный вечер. Вы видите, насколько ожесточенные бои идут за пояс Ахмат. Вот эти бои говорят сами за себя, Максим. Вот буквально недавно только услышали мы впервые, что создан клуб «Ахмат». Буквально в этом году мы впервые услышали, что вот есть пояс клуба «Ахмат». И сегодня мы видим, насколько для людей, для спортсменов, для болельщиков важно обладать этим поясом. Поединок между Вагабом Вагабовым и Алексеем Ефремовым, представляющий клуб «Ахмат», несомненно, был один из самых ярких и напоминал больше матч по боксу. Все 3 раунда, можно сказать, прошли в стойке. Соперники не раз оказывались в нокдауне, но бились до конца. По решению судей этот бой завершился ничьей. 29. Ничья, вот это да! Этот бой признан ничейный. Ближе к финалу в октагон вышел Михаил Малютин и бразилец Лусиано Бенисио. Бойцы опытные, не рисковали, взвешивали каждый шаг, оба хладнокровно выискивали удобный момент для нанесения решающего удара. В конце 2-го раунда Малютин увидел брешь в защите бразильца и левым боковым пробил, после чего Бенисио оказался на полу. Нокаут. Благодарность это главе республики, который также смотрит, я знаю, сидит, болеет, переживает. Я вам скажу, он приезжает всегда на наши тренировки и тоже с нами работает, дает нам свою силу. Друзья, спасибо, что пришли.
Фу, круто, круто, спасибо. Ахмат, сила! Многообещающей была встреча между Абубакаром Вагаевым и Луисом Хорке Дутро. Бойцы опытные и заряженные на победы. Однако в начале раунда, еще до того, как спортсмены толком не успели обменяться ударами, бразилец получил травму плеча и не смог продолжить поединок. Техническим нокаутом Вагаев одержал очередную победу. Что это? Плечевого сустава. Плечевой сустав Дутры травмировался очень серьезно, я так понимаю. Бой, что зритель ожидает майер, а тяжелый бой ожидает и Нира, не стадализа, но дело этом главное Туламбек, на. Захело мадо, че просто вау жрош боец, вадиза угар жою божию вся масса лет опытный боец, вадиза. Все, конечно, выиграть таван ворцеги и خيرون يا أخي اللي يحصل خيرون كيتش ورث وصدقني كيتش بنير من أسبوع شو كيتش بنا ورث ونداش بس إنه بروجرات إنديرا هالسراس بدري شغل بس بروجرات إيش يعتر هو دنا ولا يبغى حياة خي يشرس كيتش مش هو بنيرس ده هو نوختي ده رئيس المسألة بحكي شان دخل نوختي بحكنير سون هم بعد قال عصير أول سنة يدرس قاعد عايش ونوختي برا بحكي بري ديش سجل ديش دعنيش ديش سو مسألة ده رئيس الأولدر سجلتينشنا دعنيشتينشنا томбалеттинчана выпачхана президент клуба Патриотна. В главном бою вечера встретились россиянин Максим Гришин по прозвищу Максимус, который представляет клуб Ахмат, и хорват Мацей Бачинич. На фоне соперника Максимус выглядел лучше, больше проявлял инициативу и наносил тяжелые удары. Исход встречи решился в середине третьего раунда. Хайкигом Гришин отправил Батинича в тяжелый нокаут. От фонда имени первого президента Ахмат Хаджи Кадырова вручается автомобиль «Мерседес». Пусть вас торжествует справедливость. Здорово. Уверен, что самое сильное в мире будет UFC Ахмат. Аллаху Акбар! Вот такая поддержка, неважно какой национальности, в клубе человек, всех поддерживают, если человек ведет себя достойно, как мужчина. Спасибо еще раз, Ахмат, сила. Первый выездной турнир лиги WFCA, несмотря на некоторые неудачи, оставил приятное впечатление. В первую очередь, признаются организаторы, даже они не ожидали такого большого интереса со стороны болельщиков. Дворец спорта «Динамо» был забит под завязку. Что касается поединков, где представители чеченского клуба проиграли в 5 встречах, главный тренер Ахмата рассказывает, турнир с таким высоким подбором соперников никак не мог завершиться исключительно в пользу одной стороны. Мы вышли на новый уровень. Это у нас первый ивент был по расширению географии проводимых турниров. Даже не ожидал, что столько народа будет в зале. Было очень приятно. По окончании турнира были только положительные эмоции со всех сторон. Я думаю, это не первый и не последний наш турнир. Будем дальше двигаться. Бойцы должны почаще выезжать в новый зал, новый октагон. Наш глава республики Рамзан Ахматович Кадыров оказывает нам всяческую помощь. В связи с этим мы смело можем уезжать в любой регион, не только России, но и за пределы России, и провести там очень хорошие турниры. В 7 поединках из 12, что состоялись в рамках турнира, представители бойцовского клуба «Ахмат» одержали победу. Как отметил глава Чечни, турнир оказался исключительно удачным для наших спортсменов, которые очень быстро растут и радуют своими громкими победами. Алхазур Керимов, Магомед Сталтумурадов, Джамалайл Хаджалиев. Новости. В Грозном стартовало первенство СКФУ по боксу среди юношей. В соревнованиях принимают участие 116 спортсменов, среди которых 39 представителей Чеченской Республики. Победители выступят на первенстве России. Оно пройдет во Владикавказе со 2 по 9 апреля. Призеры и чемпионы Грозненского СКФУ станут известны 3 марта. В этот день пройдут финалы. Грозненский Терек вернулся домой. Футболисты команды провели первую тренировку на Ахмат-арене после зимних сборов. Все игроки, в том числе и новички клуба, в строю и вышли на поле в хорошем настроении. Терек готовится к финальной части чемпионата России. Впереди у подопечных Рашида Рахимова матч с Уфой, который пройдет на Грозненской арене 5 марта. Напомню, чеченский футбольный клуб пока занимает в премьер-лиге 4-е место, которое гарантирует попадание в Лигу Европы. На этом все. Спасибо, что были с нами. Об этих и других новостях вы также можете узнать на наших официальных страницах ВКонтакте и в Инстаграм.